Здравствуйте! В эфире программа «Вокруг нас». И сегодня у нас в гостях заместитель главного государственного инспектора города Канаш Канашского района по пожарному надзору Дмитриев Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Какова на сегодняшний день обстановка с пожарами и их последствиями? На 18 июня 2021 года на территории Чувашской республики зарегистрировано 802 пожара. На аналогичный период 2020 года статистика насчитывала 773 пожара. На пожарах погибло 57 человек, а в прошлом году была зарегистрирована гибель 29 человек, рост практически в 2 раза. Травмы различной степени тяжести на пожарах получили еще 31 человек. В прошлом году показатель составлял 37 человек. На территории города Канаши Канашского района с начала года зарегистрировано 63 пожара. В прошлом году статистика насчитывала 58 пожаров. На пожарах погибло 6 человек. В прошлом году показатель составлял 3 человека, рост в 2 раза. В прошлых выпусках мы уже рассмотрели ряд причин возникновения пожаров. С какими еще причинами пожаров вы сталкиваетесь в своей работе? Причины возникновения пожаров разнообразны. В основе своей они прямо или косвенно связаны с человеческим фактором. Это действие либо бездействие граждан. Но нередко происходят пожары, причинами которых становятся и природные явления, к примеру, гроза или молния. За июнь текущего года на территории Чувашии уже зарегистрировано 7 пожаров, связанных с грозовыми разрядами. Из них 2 случая произошли в Канашском районе. 8 июня произошел пожар в одном из жилых домов в селе Ухманы. 13 июня аналогичный пожар произошел в селе Шахазаны. В обоих случаях, со слов очевидцев, загоранию предшествовали сильные раскаты грома и удары молнии в кровле жилого дома. Почему это происходит и как обезопасить себя? Молния – это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, который происходит во время грозы и проявляется вспышкой света и сопровождается громом. Разряды электричества возникают в атмосфере из-за разности потенциалов между облаками и между облаком и землей. Молнии бьют в те места, где слой между каким-либо предметом и грозовой тучей будет наименьшим. То есть, чем выше объекта, тем больше вероятность попадания в него молнии. Напряжение молнии достигает 100 миллионов вольт. К примеру, самое высокое постоянное напряжение, полученное в лабораториях, это 25 миллионов вольт. Напряжение контактной сети троллейбуса 600 вольт, а напряжение бытовых сетей в России составляет всего 220 вольт. Можно представить, какая нагрузка в момент удара молнии ложится на электрооборудование жилищ. Обезопасить себя и свои жилища можно, оборудовав систему молниезащиты. Что такое молниезащита? Молниезащита, или по-другому молниеотвод или громоотвод, это система устройств, которая защищает здание от ударов молнии. Системы эти бывают внутренние и внешние. Внутренние обеспечивают безопасность электропроводки домов. Сюда можно отнести устройство защиты от импульсных перенапряжений, сокращенно УЗИП. Внешне напрямую контактирует с разрядом молнии и защищает от ее удара здания и людей в нем. Принцип работы внешней системы основан на том, что она улавливает молнию и перенаправляет удар, заряд молнии в землю. Состоит молниенная защита из 3 основных частей. Это молниеприемник, токоотвод и заземлитель. Молниеприемники бывают 3 типов. Это штыревые, тросовые и сеточные. Штыревой молниеприемник, самый простой тип, это представляет из себя штырь из металла длиной полметра. Он подходит для обычных загородных домов размерами 10 на 10 метров и высотой до 2 этажей. Чтобы молния гарантированно попала в него, его ставят как можно выше, на крышу дома, на специальную мачту или, например, на растущее рядом с домом высокое дерево. Токоотвод необходим для отвода заряда молнии от молниеприемника к заземлителю. В качестве токоотвода применяют толстые металлические прутки из арматуры, оцинкованной или нержавеющей стали, меди и алюминия. Обычные электрические кабели в качестве токоотвода применять нельзя, так как он не сможет выдержать заряд молнии и попросту сгорит. Еще один элемент этой системы – это заземлитель. Он рассеивает ток, который проходит через молниеприемник и токоотвод. Контуром заземления являются вкопанные в землю металлические штыри, соединенные между собой. Заземлитель рекомендуется делать вместе с влажной почвой. Влага обеспечивает лучший контакт конструкции с землей, когда пойдет ток. Сразу хочу отметить, что обязательных требований пожарной безопасности, касаемых оборудования частных подворий,
Данной системы молнии защиты нет. Граждане могут оборудовать ее в целях собственной безопасности. А какие еще причины пожаров характерны для данного периода? С наступлением июня и обильным цветением тополей в городе значительно обостряется пожарная обстановка. Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, словно снегом, а он, в свою очередь, становится потенциальным очагом пожара. Тополиная метель – своеобразное стихийное бедствие не только для аллергиков, но и для пожарных, так как количество выездов в это время увеличивается. Тут хотелось бы отметить, что горит тополиный пух не только из-за детской шалости, а взрослые создают угрозу возгорания тополиного пуха, не просто бросая непотушенные окурки, сигареты или спички, но бывает и что умышленно его поджигают, дабы очистить территорию от пуха. В любом случае, те, кто это делает, не осознает, что за спиной может моментально вспыхнуть огромное пламя. Тополиный пух буквально горит как порох во всех направлениях сразу, оставляя после себя только выжженную землю. К тому же от легкого ветра пух разлетается на стоящие вблизи постройки и автомобили, на которые также может распространиться пламя. Таких случаев достаточно много, пожары происходят по данной причине из года в год. Также тополиный пух скапливается на подоконниках домов и открытых балконах. Достаточно одной искры, чтобы создать прямую угрозу жизни людей. Поэтому не стоит бросать окурки или спички с этажей, расположенных выше. Это и в любое другое время не стоит делать. В этот период особенно необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и не позволять детям или подросткам его поджигать. На предприятиях и в организациях следует установить запрет на курение, категорически запретить разведение костров и сжигание мусора, тщательно проводить подготовку к проведению огневых и сварочных работ. Ну и дополнительные инструктажи тоже с работниками необходимо в это время проводить. Хочу сразу отметить, что единственный способ борьбы с тополиным пухом – это сгребать его в кучи и поливать водой. Ни в коем случае не стоит его сжигать. В завершении эфира, что бы вы хотели добавить? Уважаемые жители Канаша и Канашского района, задумайтесь о безопасности своих жилищ. Соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите себя и своих близких. На этом наш эфир подходит к концу. Всего доброго, до свидания. До свидания.